Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является главным приоритетом государственной политики нашей республики и страны в целом. В Якутии по законам и указам главы Якутии Асена Николаева выстроена многопрофильная система помощи. Ключевой принцип работы всех ведомств – окружить вниманием и заботой семью военнослужащего. Как сегодня в Якутии работает система поддержки участников спецоперации и их близких, мы поговорим. Наши гости в студии: Елена Волкова, министр труда и социального развития республики. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна, расскажите, пожалуйста, для начала в целом о системе поддержки участников специальной военной операции и их семей. Сколько мер реализуется в республике и по каким направлениям? У нас система поддержки участников специальной военной операции и их семей внедрена с начала специальной военной операции с 2022 года. И на сегодня 46 региональных мер оказывается непосредственно участникам специальной военной операции и их семьям, а также указом главы республики в адрес органов местного самоуправления рекомендовано для реализации 9 базовых муниципальных мер поддержки. И необходимо отметить, что данный комплекс мер, он является, так скажем, логическим дополнением к той системе мер, достаточно разветвленной, которая принята на федеральном уровне, и ее дополняет. Необходимо отметить, что данный комплекс мер, он реализуется достаточно большим числом структур, разных органов исполнительной власти, как я уже сказала, органов местного самоуправления. Это коллеги и из Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям, и многие другие, и, конечно же, наше ведомство. Если говорить про Министерство труда и социального развития республики, то по нашей линии также предоставляется достаточно большое количество мер, в том числе направленные как на повышение качества жизни семей наших военнослужащих, на повышение уровня жизни семей наших военнослужащих. Например, это такие меры, как подключение жилых домов к источникам теплоснабжения, в частности, газификация. Если мы говорим про уровень жизни с точки зрения поддержки доходов семей, это, конечно же, такие меры, как социальные контракты. По линии Государственного комитета занятости реализуется достаточно широкий мер поддержки, направленный в целом на занятость наших военнослужащих, которые возвращаются. И можно много говорить, достаточно большое число мер предусмотрено для поддержки детей военнослужащих. По нашей линии реализуется такая востребованная мера, как санаторно-курортное лечение для родителей участников специальной военной операции. На все вопросы, безусловно, можно получить ответ в тех органах, которые реализуют государственные услуги, в частности, в наших органах социальной защиты по месту жительства и, конечно же, в Государственном фонде «Защитники Отечества». Важнейший этап возвращения к мирной жизни, как мы знаем, это реабилитация. Да? И мы знаем, что и в систему Минтруда входят реабилитационные центры, да, по всей республике. А какую помощь сейчас близким оказывается бойцам, да, и что они могут получить в этих центрах, где они находятся? У нас действительно реализуются свои программы, реабилитационные центры для людей с инвалидностью. В 6 районах республики в городе Якутске у нас действуют реабилитационные центры специализированные, и есть также реабилитационное отделение на базе комплексных центров, которые также с начала специальной военной операции внедрили специальные программы для участников специальной военной операции и членов их семей. Эти программы направлены в первую очередь на восстановление утраченных функций организма, на стабилизацию психоэмоционального состояния, психологическую поддержку и также на адаптацию возвращающихся наших ребят, в частности, с точки зрения их трудоустройства, профессиональной ориентации и поддержки в поиске работы и так далее.
С начала специальной военной операции уже более 3000 человек прошли такую реабилитацию в стенах реабилитационных центров Минтруда Якутии, в том числе более 700 человек — это непосредственно участники специальной военной операции, и более 2000, практически 2500 человек — это родители, это супруги и дети наших военнослужащих. Если необходима такая помощь, то через органы социальной защиты необходимо обратиться с вопросом о получении реабилитационной помощи. И мы, соответственно, стараемся максимально оперативно, в короткие сроки рассмотреть этот вопрос и помочь семье в получении такой реабилитационной помощи. Ну вот помимо реабилитации есть же еще одна, да, поддержка — это государственная социальная помощь, вот на основе социального контракта. Вот насколько востребовано сейчас это направление? Ну вот, как я уже сказала, действительно, это направление сегодня одно из востребованных, которое направлено на содействие занятости в целом населения. Ну и, конечно же, приоритетное направление сегодня — это поддержка участников специальной военной операции, в том числе с использованием данного механизма. И если посмотреть в целом за период, то такую поддержку у нас получили 186 участников специальной военной операции и более 600 человек — это члены семей военнослужащих. Я здесь хотела бы отметить нововведение, которое принято с начала этого года в отношении именно участников специальной военной операции. Эта категория нормативно выведена в отдельную категорию, и для участников специальной военной операции с этого года, для демобилизованных ребят, для тех, кто состоит на учете в службе занятости, механизм социальных контрактов сегодня предоставляется, реализуется с определенной преференцией. То есть, когда участник специальной военной операции к нам обращается, мы его заявление рассматриваем в этом году уже без учета его доходов. И такую помощь он может получить на развитие собственного дела именно по направлению развития индивидуальной предпринимательской деятельности. Что здесь необходимо сделать для того, чтобы мы смогли рассмотреть такое обращение? Здесь нужно получить рекомендацию в Государственном фонде «Защитники Отечества», нужно состоять на учете в службе занятости и, конечно же, должно быть желание создать свое дело. А мы уже посмотрим и поддержим, и сформируем индивидуальную программу, предоставим соответствующую помощь и, конечно же, будем помогать в течение 2 лет со дня получения такой помощи. Я хочу отметить, что уже по новым правилам 37 наших ребят получили такую помощь. Мы рассматривали их заявления без учета их доходов, и, соответственно, более 18 миллионов рублей уже направлены на эти цели. А только на открытие своего дела, да? Вот Да, средства, да, данная, новая, так скажем, преференция, она предусмотрена именно для тех, кто желает создать свое дело. А в целом социальные контракты, они по общим правилам предоставляются по 3 направлениям, кроме развития собственного дела, это и развитие личного подсобного хозяйства, это и поиск работы. Здесь остановлюсь по этому направлению. Это очень такое важное направление. Когда человек ищет работу, мы помогаем не только найти непосредственно того работодателя, где человек будет трудоустроен, но и в процессе поиска работы также можем оказать материальную помощь. Когда человек учится, возможно, он проходит какие-то курсы повышения квалификации, возможно, он проходит стажировку у конкретного данного работодателя. И в этот период также органы социальной защиты могут оказать необходимую материальную поддержку. Елена Александровна, вот как сама выстроена система, да, именно сопровождения участников специальной военной операции, их семей, поддержки, да, и оказания помощи в различных, может быть, жизненных ситуациях, трудностях, проблемах? Необходимо подчеркнуть, что система сопровождения участников специальной военной операции и их семей, она
внедрилась, так скажем, с самого начала, была внедрена в 2022 году. И, безусловно, эта система развивается. На сегодня продолжает свою деятельность муниципальные комиссии. На республиканском уровне действует республиканская комиссия как раз по вопросам социальной поддержки и социального сопровождения участников специальной военной операции. Ее возглавляет заместитель председателя правительства республики Георгий Михайлович Степанов. В комиссию входят все органы исполнительной власти, кто непосредственно предоставляет государственные услуги, какую-либо помощь. На этой комиссии рассматриваются, во-первых, то, как работает эта система, есть ли какие-то проблемные вопросы, и, конечно же, принимаются необходимые решения по совершенствованию. И вот буквально, в начале этого года мы вновь внесли изменения в нормативно-правовые акты по вопросам комплексного сопровождения с целью установления, так скажем, механизмов, направленных на проактивное, так скажем, консультирование и предложение нашим участникам специальной военной операции, кто обращается, ряда государственных услуг, определенных мер поддержки, которые, возможно, исходя из его конкретной жизненной ситуации, данный конкретный человек может воспользоваться. Мы таким образом переходим от заявительного принципа к проактивному принципу, начиная с информирования и предложения пакета, так скажем, базовых услуг, которые можем предложить конкретному человеку, исходя из его трудной, возможно, жизненной ситуации. В целом, также хотелось бы отметить, что у нас, если говорить о непосредственно министерстве, у нас осуществляет свою деятельность Центр сопровождения участников специальной военной операции. И большое внимание данный центр оказывает непосредственно на месте, там, где у нас госпиталя в Ростове, работают наши коллеги на принципах, так скажем, выездных бригад. У нас достаточно много уже бригад было направлено за этот период, наших специалистов, с тем, чтобы непосредственно в госпитале нашим ребятам предложить помочь сформировать пакет документов для получения необходимых выплат по ранению, для того, чтобы помочь непосредственно на месте. Это может быть разная помощь и в быту, и с точки зрения поддержки психологической. Таким образом работает наш центр сопровождения, и это помогает оперативно предоставить необходимую помощь, которая очень важна нашим бойцам, непосредственно тем, кто находится в госпиталях. Спасибо, Элина Александровна, за информацию и за то, что пришли к нам на программу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью».